Весенняя посевная кампания подходит к концу. 10 ГУПов из 13 уже полностью засеяли поля. Продолжаются работы в ГУПах Орджоникидзе, Назрановской и Магаз. Погодные условия не позволяли аграриям работать. Чтобы уложиться в срок, на посев были брошены все силы. Но, как заявляют сотрудники ГУПов, поздняя посадка никак не повлияет на урожай. Любой зеленый рост сосью. Соответственно, погода смещение погоды качество. В ГУПе Орджоникидзе под яровую кукурузу отведено 910 га. Уже успели засеять больше половины. Параллельно проводится работа по подкормке озимой культуры, а это еще 300 гектаров. На полное завершение весеннего посева ГУПу достаточно недели. После этого работы на предприятии не закончатся. Против сорняка. В Минсельхозе заверяют, проблем с минеральными удобрениями и семенами в рамках весенней посевной кампании у региона нет. Согласно доктрине российской продовольственной безопасности, семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции в стране должно быть не менее 70%. Поставщики импортных семян подтвердили готовность выполнять условия заключенных контрактов. Если какой-то маршрут поставки семян был нарушен, проблемами это не грозит. Компания оперативно меняет логистические пути или находит альтернативных поставщиков. Сельхозтоваропроизводители республики были полностью обеспечены семенным материалом. Почему так? Потому что Минсельхозом было заключено соглашение Шелково-Агрохим. Это одно из мощных предприятий, которое действует на рынке семян, средств защиты растений в России. И не только за Россию, в ближайшее зарубежье. Минсельхоз сегодня полностью независим от зарубежных стран в своем производстве. В наличии сложные удобрения – амофос, азофос, аммиачная селитра и многие другие соответствующие ГОСТу препараты. Ко всему в этом году посеяны зерна из первой репродукции. Приказом министра сельского хозяйства республики был издан приказ о том, что государственное унитарное предприятие, мы им запрещаем высевать семена второй и третьей репродукции. Потому что, как говорится, что посеешь, что и пожмешь, поэтому раньше как-то это года 3-4 назад не акцентировалось на это внимание. То есть по мере возможности сельхозтоваропроизводителя они высевали. А в этом году государственным унитарным предприятиям мы полностью запретили. Теперь они сеют элиту, суперэлиту, и оригинальные семена для того, чтобы мы обеспечили себя семенами, то есть закладывать семенные участки. Стоит отметить, что из-за резкого скачка рубля цены на семена и удобрения подскочили на 20-30%, что увеличило себестоимость производства на 10-15%. Цепная реакция может затронуть хлебобулочные изделия и мясомолочную продукцию. Зарема Ивлоева, Адам Гулоев, Мухаммад Белакиев. Новости 24.